إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, сегодня наша проповедь Киссату Хавари Иса алейхиссалям. Рассказ о апостолах Исы алейхиссалям. Расскажем, дорогие верующие. Аллах послал Иса ибн Марьям, дорогие верующие, израильтянам, как Аллах нам об этом передает в Коране. Да'ин иль-хак иль-мубин. Как Аллах в суре Зухруфи 63-64 аятах нам говорит, что Аллах его послал, призывая народ Израиля, призывая еврейский народ к истине, прямому пути. وهادٍ إلى صراط مستقيم غير أنه لم يجد منهم آذانا صاغية. Но однако, когда он призывал их к единобожию, послушанию Аллаху, однако большинство людей не ответили из израильского народа. ولا قلوب واعية. Не понимали, что говорит им Иса алейхиссалям. Даже как мы вам привели доводы из Корана, что Аллах сделал так, чтобы Иса ибн Марьям, будучи младенцем, обратился к кому? Израильскому народу. Он очистил свою мать, очистил себя за то, что они оклеветали. Кого оклеветали? Лучших людей, то есть лучшего человека. Уль-азми минар русуль, из 5 избранных пророков. Это был пророк Иса алейхиссалям. И они оклеветали его, как оклеветали Закарию и Яхью. И убили они в то время, когда был Закария и Яхья. Убили пророков, своих же пророков убили, дорогие верующие. Итак, дорогие верующие, и Аллах Субхану ва Тааля, как узнал после всего этого, и Аллах Субхану ва Тааля знает будущее, знает прошлое и будущее, и настоящее, Аллах все об этом знает. Однако, когда отвернулись они, и сказал Иса алейхиссалям, и это слова Аллаха, Аллах приводит нам, что сказал Иса: успокаивайте своих детей, пожалуйста, успокаивайте детей. Хутба идет, проповедь идет. Детей держите рядом с собой, пожалуйста. Ман ансари иля Аллах, сказал Иса ибн Марьям. Ман ансари иля Аллах. Кто помощники мне к Аллаху? То есть на пути Аллаха. Кто мне будет помощником, сказал Иса ибн Марьям. И после этого всего отозвались определенные люди, апостолы Исы. Нахну ансаруллах, аманна билляй вашхад бианна муслимун. Они сказали. То есть сура Аль-Имрани, 52-м аяте, апостолы сказали, что они являются кем? Нахну ансаруллах, мы помощники Аллаха. Аманна биллях, мы уверовали Аллаха. Вашхад, и ты свидетельствуй, Иса ибн Марьям, бианна муслимун, что мы являемся мусульманами, покорные одному Аллаху. То есть некоторые христиане думают, что Иса ибн Марьям, он был христианином, или апостолы были христианами. Нет, они не были христианами, они были покорны одному Аллаху. Они покорные были одному Аллаху, баракаллаху фикум. И в другом аяте Аллах говорит в суре Аль-Маиде, 111 аяте: «Калу аманна вашхад бианнана муслимун». Они сказали: «Калу аманна», мы уверовали, и ты свидетельствуй, бианнана муслимун, мы поистине являемся мусульманами, покорные одному Аллаху. 111 аят, сура Трапеза называется, сура Маида. Итак, вакад самма субханаху ансар, Аллах назвал их помощниками Аллаха. Помощниками Аллаха те, кто помогает религии, дорогие верующие. И они были искренны Аллаху Субхану ва Тааля своим намерением. Они были чисты от лицемерия, от обмана. Они были чисты от всех этих недугов, дорогие верующие. И они ответили на призыв истины. Ватаракуль батиля, и они оставили ложь. Ваддифау аниль хакки, они защищали истину, дорогие верующие. Та истина, которая пришла с Иса ибн Марьям. И они сказали: аманна билляй вашхад бианна муслимун. Мы уверовали в Аллаха и свидетельствуем, что мы являемся поистине мусульманами, они сказали. Итак, дорогие верующие, то, что мы сказали, они были верующие правильной верой. Они были мусульманами.
Некоторые думают, что апостолы были христиане, опять повторяюсь, они не были христианами, дорогие верующие. Они были словами Аллаха, если мы верим в слово Аллаха, они были мусульманами, ихними же словами, ихним же признанием, дорогие верующие. وَقَوْلُهُمْ, то, что они сказали, это было их убеждение, дорогие верующие. وَالْخُضُوعُ لِلدَّعْوَةِ الْحَقِّ, они были покорны истинным призыву, дорогие верующие. И они что сказали? «Раббана аманна бима анзальта ваттаба'на ар-расула фактубна ма'а шахидин». Суру Али-Имране 53 аяте они сказали: «Раббана аманна», Господь наш, мы уверовали, они сказали. Признание апостолов, дорогие верующие. И мы уверовали в то, что ты не спаслал, и мы последовали за ними, они сказали: «Ваттаба'на ар-расула». Последовали за кем? За посланником Божьим, за Иса ибн Марьям. «Фактубна ма'а шахидин». И запиши нас свидетелями. Сумма ахбар аль-Куран, затем Коран нам сообщает о положении израильтян. Что они делали? Они, Аллах говорит в Коране: «Ва макару ва макару Аллах, валлаху хайрул макирин». Сура Аль-Имране 54 аяте Аллах говорит: они хитрили. И Аллах хитрил против них. Когда они хитрили, Аллах хитрил, дорогие верующие. «Ва макару Аллах, валлаху хайрул макирин». Если они хотят хитрить своим лицемерием, своим заблуждением, то Аллах Субхану ва Та'аля является наилучшим хитрецом. И Аллах так сказал: «Вакад кана аль-яхуд», иудеи были в то время, знали они, кто является Иса ибн Марьям. Но они не хотели признать истину. Они играли, как говорится, лицемерием играли свои дорогие верующие. Итак, «Кад даббару лаху хилат ли-катли». Что хотели иудеи сделать? Иудеи хотели убить Иса ибн Марьям. Иудеи были в то время под властью Рима. Рим, на них было давление на иудеев, израильское государство в то время было. На них было давление, получается, типа государства, но не государство полноценное, дорогие верующие. Как колонии Рима было, как сегодня бывает колонии людей. Итак, что дальше, дорогие верующие? И иудеи хотели покончить Иса ибн Марьям. Наджаллаху набийяху алейхиссалату вассалам. Аллах спас от преступлений иудеев. Однако Аллах Субхану ва Та'аля показал, кто они являются наяву, кто эти за люди. Они иудеи убили Закарию и Яхью. Пророков убили, лучших людей. Родственников Марьям и родственника, получается, Иса ибн Марьям. Однако после этого, когда они хотели убить Иса ибн Марьям, у них не получилось. И Аллах спас Иса ибн Марьям. Уяхкил Коран, также нам Коран что рассказывает, дорогие верующие? Рассказывает нам, что апостолы, когда они потребовали теперь у Иса ибн Марьям, они потребовали Иса ибн Марьям после всего этого искушения, испытания, когда они прошли стойко, они были верующие, они были мусульманами, как мы сказали. Они попросили теперь у Иса ибн Марьям, попросили у Господа, чтобы Господь нам послал трапезу. То есть стол с готовой едой. Итак, إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. Это не сомнение, а убеждение у них. И они спрашивают, и говорят они: إذ قال الحواريون, сказали апостолы Иса ибн Марьям, сможет ли твой Господь не спаслать нам трапезу с едой с небес? И сказали они эти слова. И дальше, смотрите, дорогие верующие, Аиша приводит ривая, это несомнение было у них, эти слова, подобие словам Ибрагима, алейхиссалату вассалам. У них было хабар, знания у них были, дорогие верующие, хабаром. Однако они хотели больше, чтобы муайя называется, муайяна. Они хотели увидеть эти чудеса, баракаллаху фикум. Аиша приводит ривая, «Кана ал-кауму а'лама биллахи азза ва джалла». От Аиша ривая, радiyallahu анха. Якулуна халь ястати'у раббук. Они говорят, в Коране пришло текстом халь ястати'у раббук. Сможет ли твой Господь не спаслать нам трапезу с небес? Валякин халь тастати'у раббук. В другом кирате приводится также с подвижниками халь тастати'у раббук. Сможет ли твой Господь? И ривая другая приводится кан хавариюна ла яшукуна анна Аллах. Итак, хавариюн, апостолы, не сомневались, что якдиру аля инзаль маида. Хавариюн не сомневались, то есть апостолы не сомневались, что Аллах сможет послать готовый стол с едой.
не сомневались. Как Муаз приводит и говорит он, ради Аллаху анху, «Сами'ту набия саллаллаху саллям мираран якрау». Я слышал несколько раз, как посланник саллаллаху читал «Биттаи, халь тастати'у раббук», сможет ли твой Господь послать стол? «Вакад кана джавабу Иса», Иса ответил им на их просьбу. Он попросил Аллаха субхану ва та'аля после этого. Однако он что сказал им? Он сказал, когда они попросили этой просьбой, «Иттакуллаха ин кунтум му'минин». Побойтесь Аллаха, если вы являетесь верующими, он сказал. Итак, это что значит, дорогие верующие? То есть, «Валь-хауф валь-хашши минху». У тебя должна быть страх перед Аллахом, что просишь ты такие вещи. وَتَرْكُ مُطَالَبَةِ بِأُمُورٍ تُؤَدِّي بِالْمُؤْمِنِ إِلَى فِتْنَةٍ. Быть может, верующего человека приведет к искушению эти вопросы, после того, как Аллах пошлет этот стол с едой. Что быть может? Быть может, ты не сможешь перенести это искушение. Баракаллаху фикум. Итак, قالوا, они сказали, نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. В суре Маиде 113 аяте Аллах об этом приводит. قالوا, они сказали, мы хотим نأكل منها, покушать с этого стола. وتطمئن قلوبنا, и чтобы наши сердца успокоились, спокойны, чтобы были наши сердца. Они не сомневались, у них было знание, у них было правильное убеждение. Они не сомневались в могуществе Аллаха, дорогие верующие. И уверовать, то есть уверовать, что ты действительно нас веришь, имеется в виду, поверить. Мы поверили. Теперь ты нам доверился или нет? И чтобы ты был из этих свидетелей, свидетельствующих. Они хотели просто увидеть барака еще. И также, также они нуждались в еде. То есть израильтяне на самом-то деле их блокировали. Израильтяне им не давали кушать. Апостолам Иса ибн Марьям, последователям Иса ибн Марьям в то время, они их голодом морили, и теперь они хотят чудом избавиться от этого всего также. Итак, чтобы их иман больше и больше поднялся воочию, видя чудеса Аллаха, дорогие верующие. Чтобы они были свидетели чудесам, дорогие верующие. Этого хотели они, поэтому и просили. И апостолы, хавариюн, помощники религии Аллаха, они просто просили, что они сомневаются. Нет, они не сомневаются в могуществе Аллаха и возможности Аллаха. А о нубуввате или Иса ибн Марьям, его пророчестве, они не сомневались, дорогие верующие. Каналь хавариюн, ученые сказали, что апостолы, они были, как говорится, да, в хадисе посланника саллаллаху алейхи, они являются, дорогие верующие, наследниками анбия, и они являются, дорогие верующие, помощниками этой религии. Как они могут сомневаться? Кама каля Ибрахим алейхиссалам, как Ибрахим, пророк, сказал, «Валякин лиятмаинна кальби», чтобы мое сердце было спокойным. Ибрахим был полным убеждением, был единобожником Ибрахим, алейхиссалату вассалам. И он разрубил 4 птицы на куски, на кашу, потом раскинул пророк Ибрахим, алейхиссалам, по 4 горам. Затем, когда он позвал эти птицы вернулись. Целый там длинный рассказ, конечно, про Ибрахима. И так же, как у Ибрахима было убеждение. Ибрахима, это пророческое убеждение. Однако, лиль-муайяна называется. Воочию, чтобы увидеть, дорогие верующие, как Ибрахим. Кама каля Ибрахим, валякин ятмаинна кальби. Тумма ахбар аль-Куран. Затем нам Куран сообщает, дорогие верующие, покорности Иса ибн Марьям. И также, дорогие верующие, что хавариюн услышали макалу фи сабби талабихим линузуль маит мин сама, за то, что они просили, что они хотят увидеть стол с трапезой. Сура трапезы рассказываются некоторые аяты также. Итак, суратул Маиде 114 аяте, что говорит Аллах? Каля Иса ибн Марьям, Аллахумма. Кто сказал? Сказал Иса ибн Марьям. Каля Иса ибн Марьям, Аллахумма Раббана анзиль алейна маидата мин ас-самаи такуна лана идан ли аввалина ва ахирина ва аятан минка варзукна ва анта хайру разикин. Итак, что говорит Иса ибн Марьям? Аллаха попросил Иса ибн Марьям:
о наш Господь, он обратился, о Аллах наш Господь, анзиль алейна, спусти к нам, маидата минас самай, трапезу с небес, такуна лана идан, что эта трапеза была бы нам праздником, ли ауалина, который сейчас существует вместе с Исой ибн Марьям, ва ахирина, и те, которые придут после нас, чтобы для них был праздником. Ваайята минка, чтобы знамение еще было от тебя. Варзукна, и дай нам рицка. Ванта хару разакин, и ты являешься наилучшим, кто дает пропитание, говорит Иса ибн Марьям. Итак, и попросил Аллаха Субхану ва Тааля Иса ибн Марьям таким образом, дорогие верующие. И ученые сказали, как Садди сказал, мы хотим этот праздник сделать в тот день, когда был ниспослан трапеза. Мы хотим сделать праздник. И так сказали другие, как Суфьян и Саури сказали, «Йоман нусалли фи», мы будем в этот день молиться, когда был ниспослан трапеза. Салман Фарси, радийаллаху анху, сказал, «Изатан лана валиман ба'дана», чтобы это было наставление нам и тех, кто придут после нас. Итак, дорогие верующие, Аллах закончил, дорогие верующие, аятами эту тему. Кал Аллах. Посмотрите внимательно, дорогие верующие. Кал Аллах, Аллах сказал, «Инни муназзилуха алейкум, фаман якфуру ба'ду минкум, фа инни у'адзибуху азабан, ла у'адзибуху ахада мин ал'аламин». Итак, дорогие верующие, что говорит Аллах? Аллах предупреждает, после того, как дарует Аллах благо, ни'мат, благо. Что будет, дорогой верующий? Ты просишь суджуди, ты просишь в намазе постоянно благо Аллаха. И что будет после того, как Аллах тебе дарует благо? Ты увидишь чудо, что Аллах ответил на твой дуа. Послушайте теперь. Кал Аллах, Аллах сказал, «Инни муназзилуха», я не спошлю эту трапезу над вами. Фаман якфур ба'д. После этого, если вы проявите неверие после блага трапезы, фаман якфур ба'д минкум, если вы проявите неверие, фа инни у'адзибуху, я накажу его. Ла у'адзибуху ахадан мин ал'аламин. Так никогда никого не наказывал в этом мире. То есть после блага, ни'мата, который дарован Аллахом, му'джизатом, который дарован Аллахом, ты еще умудряешься проявить неверие, дорогой верующий. Итак, они проявляли неверие. Когда Аллах нам дарует, хотели мечеть не хватает, мечеть построили. Где молящиеся, скажут? Где молящиеся во время намаза? Итак, дорогие верующие, иджабату дуа или Расуль саллаллаху алейхи Господь попросил Иса ибн Марьям Аллаха, и Аллах ответил, и Аллах послал им трапезу, дорогие верующие. Однако это было испытанием. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. وفي ختام سورة الصف الله нам говорит, سورة الصف, дорогие верующие, مدح سبحانه الحواريين. Аллах хвалит апостолов, дорогие верующие в Коране. Аллах хвалит христиан или апостолов Иса ибн Марьям. Аллах хвалит кого? Аллах хвалит апостолов, которые заступились за религию Аллаха, которые были помощники Аллаху, его посланнику, которые заступались, которые отдавали свои жизни за эту религию Аллаха. Религия Аллаха, религия Иса ибн Марьям. Религия Аллаха, религия Мухаммада, саллаллаху алейхи. Религия Аллаха, религия Муса, алейхиссалям. Религия Аллаха, религия Ибрахима, алейхиссалям. Религия Аллаха, религия Нуха, дорогие верующие. Религия Аллаха, религия Адама, алейхиссалям. Но остальное все люди выдумывают, дорогие верующие. А теперь внимательно, что говорит нам Аллах, дорогие верующие апостолы. Сура Соффи. Я айюхалладина аману. Куну ансар Аллах. О, те, которые уверовали, Аллах сказал, в степени, смотрите, есть люди, есть верующие, есть потом помощники. Смотрите внимательно. Я айюалладина аману, куну ансар Аллах. Будьте помощниками Аллаха. Кама кала Иса ибн Марьям лиль хавариин. Как сказал, говорит Аллах в Коране, как сказал Иса ибн Марьям апостолам хавариинам. Ман ансари иля Аллах.
обратился кто? Иса ибн Марьям. Кто будут помощниками Аллаху? То есть помощники религии, заступники религии. Сегодня некоторые люди ради сектантства, ради своих страстей, ради своих обычаев готовы продать религию всех пророков. Валь-иязу билля. И дальше говорит Иса ибн Марьям. Его слова Аллах приводит. Нахну ансару Аллах, сказали хавариюн. Мы помощники Аллаха. Фааманат таифату мин бани Исраиль. Из народа Израиля часть уверовали. Вакафарат таифа. Другая часть проявили неверие. Фаайядна алладина аману аля адуввихим фасбаху захирин. И Аллах подкрепил кого? Аллах дал помощь кому? Верующим, единобожникам, израильтянам, единобожникам, но не мушрикам, кафирам. Верующие, запомните, не меняйте свою религию, не меняйте наложенные утверждения разных видов этого мира. Если вы отвернетесь, Аллах приведет другие народы, чтобы заступились за эту религию, чтобы помогали эту религию. Бану Исраиль разделились, верующие и неверующие. Аллах дал помощь верующим, единобожникам против многобожников неверующих, израильтян. Фал-ая та'киду лима джаа фи аяти Али-Имран. И этот аят подтверждает то, что пришло Али-Имране. За призыв. Да, мин да'вати Иса мумининами бани Исраиль нусрати. Итак, Иса ибн Марьям, конечно, был с кем он был? Еще и с любовниками. Его призыв поддержали. Вальтизаму бима джаа бих бикаули аля сабиль имтихан. Он сказал на самом-то деле, испытывая, как я говорю, допустим, кто поможет религии Аллаха? Кто поможет заступиться за религию, дорогие верующие? Аллах не нуждается в нас. Аллах заменит нас, если мы не будем заступаться за эту религию. Аллах приведет других, дорогие верующие. Итак, нахну ансару диниллях имеется в виду. Они сказали, апостолы, мы являемся помощниками религии Аллаха Всевышнего. ونحن الذين على استعداد أن نبذل نفوسنا وأموالنا في سبيل التبليغ هذه. Они сказали, мы готовы потратить свое имущество ради религии. Мы готовы отдать свои души ради этой религии, ради распространения этой религии. Азза ва джалла великого Аллаха. ومن أجل إعلاء كلمته سبحانه. Чтобы поднять слово Аллаха, то есть закон Аллаха. Не куфрский закон, а закон Аллаха поднять они готовы. Они боялись? Они кого-то боялись? Нет. И Аллах им дал помощь, дорогие верующие. وكان جواب الحواريين لعيسى, и они ответили на призывы или اتباع الحق, что они будут следовать за истиной, дорогие верующие. И они сказали, мы помощники Аллаха, мы помощники религии Аллаха. И они отвернулись. И так, как мы сказали, فقد افترقوا إلى فرقتين, израильтяне разделились на два лагеря: верующие единобожники и неверующие. وفرقة أخرى كفرت به وبرسالته. Другая группа проявила неверие, не Коран, а Евангелие. И также проявила неверие Иса ибн Марьям. И враждовали с ним. И они стали неверующими. И они до сих пор числятся у Аллаха неверующие Иса ибн Марьям. А мусульмане сегодняшние верят в всех пророков. Защищают всех пророков. Франция издевается над пророком Иса, алейхиссалату вассалам. Издевается над Марией. Издевается над Мухаммадом, алейхиссалату вассалам. А верующие верят всех пророков, признают, защищают, любят их. Итак, дорогие верующие, наш Коран нам рассказывает, дорогие верующие, о положении раньше, которое произошло в истории. Сурат Аль-Хадиди, Аллах говорит, что являются эти израильтяне три вида теперь. Что они сделали? Сурат Аль-Хадиди ан ثلاثة طوائف من أتباع عيسى عليه السلام. Последователи Исы стали три вида групп. Одна группа, как сегодня так называемые мусульмане, сектанты, выдумали убеждения разные, как му'тазилиты, джахмиты, их очень много. Выдумали, исказили религию Иса ибн Марьям. Бид'a, нововведение ввели они. Исказили изнутри. Если этот сосуд скушать, съесть, выпить, то, что внутри, пустота. Также искажает нововведенцы нашу религию, своей философией. А когда наша религия является иттиба'ам, следованием за Кораном и Сунной,
Там, где можно иджтихад делать, можно иджтихад. Но в вопросах веры, убеждений нету иджтихада. Это не твое дело, это дело Аллаха. Вторая группа, одна группа израильтян заблудились теперь. Нововведения они ввели, как сегодня много мусульман в бид'атах купаются. Одна группа израильтян были правильно верующие, на истине были. Другая теперь группа, они были чисты от нововведений. Другая группа вообще отошла от истины тем, чем пришел Иса ибн Марьям, дорогие верующие. И Аллах сказал об этом, о трех этих группах. Сурат Аль-Хадиде, 27 аятах. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَآتَيْنَا الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرًا وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Этих аятах время у нас поджимает. Коротко то, что я сказал, сами можете посмотреть перевод теперь из тафсира Саади, маша Аллах, можете посмотреть на три группы. Разделились, в этом одном аяте нам Аллах приводит. Бид'атчики, нововведенцы, единобожники, вышли из религии, Иса ибн Марьям из единобожия они вышли. Итак, одна из первых групп, у них стало что? У них стало, как Аллах описывает, рафатан ва рахбатан ва рахбания. У них стало милосердие, милость, мягкость, и что? Монашество стало. Сами, которые сочинили, отказываясь от дунья. Но сами христиане сегодня не следуют монашеству, не отказываются от дунья. Жаждут дунья, как вы видите, что делают глобалисты. И так дальше. Нововведения сами вели, однако сами не следуют этой религии, которую они сами придумали. Как сектанты из мусульман выдумали себе сектантство и сами этой сектантству не следуют. И также вторая группа, как мы сказали, которая следует за истиной, правильной верой, очищая себя каждый раз. Истинной верой, иман аль-хак называется. Это было. Третья группа, что стало? То есть, они поменяли благо Аллаха на неверие, третья группа израильтян. Третья группа, то есть вторая группа, которую мы сказали, Аллах им даст сполна им награду единобожникам верующим. А другая группа, что сказали третья? Инна Аллаха салису саласа. Они сказали троица. Они сказали дальше, «Инна Аллаху ва Масих ибн Марьям». Другая группа из них сказали, Аллах является Масих ибн Марьям, Иисусом является. Другая группа сказали, Масих ибн Аллах, Иисус является сыном Бога, они сказали. То есть сами христиане разделились между собой на 72 течения, не определились дальше. Итак, дорогие верующие, «Вакафиру минхум фасикун», говорит Аллах, большинство из них являются нечестивцами, говорит Аллах в Коране, сообщает. Сурат Зухруфи Аллах нам говорит, «Валамма джая Иса биль-байинат». Сурат Зухруфи, 63-65 аят. Тогда, когда пришел Иса, биль-байинат, явными знамениями, дорогие верующие. «Каля кад джитукум биль-хикмати». Я пришел к вам с мудростью, он сказал. «Валюбайна лакум ба'да аллади тахталифуна фии фаттаку Аллах ва ати'ун». И вам объяснить в том, в чем вы разногласите между собой. Положение было в чем? Израильскому народу был послан Иса ибн Марьям. Положение было, они были расколены, а он объединяет под единобожьим. Однако они не слушались. Фаттаку Аллаха, он сказал, побойтесь Аллаха, если вы, и подчинитесь мне, он сказал, если богобоязненные. Инна Аллаху ва рабби ва раббукум, он сказал. Господь, мой Господь и ваш Господь, он сказал. Дальше. Хада сирату мустаким. Это прямой путь, он сказал. Мой Господь и ваш Господь один Господь. И следуйте за этим путем, он говорит. Фахталаф аль-ахзабу мин байнин. И группировки, секты, которые разделились, они начали еще дальше разделяться между собой. И Аллах сказал, фавайлу лилладина заламу мин адаби йомин алим. И так Аллах говорит, горе тем, кто проявили к себе несправедливость, Аллах сказал, им будет мучительное наказание. Сурат Зухруфи Аллах приводит. Итак, Иса ибн Марьям объяснил нам, дорогие верующие, о единобожии.
И теперь Иса ибн Марьям, его позиция какая? Мусульманин, дорогие верующие. Он мусульманин, и также апостолы мусульмане, и они были защитники Аллаха и его религии, и мы тоже должны быть защитники Аллаха и его религии, дорогие верующие. Защищать, где бы ни притесняли, где бы ни осуждали какого-то пророка, мы должны это порицать, дорогие верующие, своими возможностями. Баракаллаху фикум. Просим Аллаха Субхану ва Тааля сделать нас хавариин, помощники Аллаха, дорогие верующие его религии. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах сделал нас помощниками этой религии. Чтобы Аллах сделал нас истинными, убежденными помощниками религии Аллаха, дорогие верующие. Прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах дал нам хорошую кончину в этой жизни, дорогие верующие. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من الشهداء اللهم اجعلنا من الشهداء اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين اللهم احفظنا بين يديك اللهم احفظنا بين يديك من الفتن ما ظهر منها وبطن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أنت أخقم الصلاة